Мужчина должен быть сильным. Рустем Ибрагимов – символ силы духа и стойкости, человек, который преодолел все преграды на своем жизненном пути и смог вдохновить своим примером других. Его история про упорство, тяжелый труд и нелегкий путь к своей мечте. Рустем Бей родился в 1941 году в деревне Сююрташ Бахчисарайского района. Депортация 1944 года застала его трехлетним ребенком. Тогда он с родителями и старшей сестрой попал на Урал, в Звениговский район. Мы приехали в поселок Шуйка, и там, значит, нас начали расселять по баракам. И женщины, и мужчины все пошли на лесоповал. А чтобы дети беспризорными не оставались, организовали типа детского сада. Родители, дети в основном на полу спали, голод. Бегали в лес и там, не разбираясь, кушали всякие там чернику, там малину. Ну и однажды наелись непонятного, и детям стало плохо. В суровых условиях на лесоповале работала и старшая сестра Рустембея, которой было всего 15 лет. В это тяжелое голодное время в 1945 году в семье Ибрагимовых на свет появился еще один ребенок. Морозы до 54 градусов были в январе месяце. Деревья лопались. Сажали картошку. Вот. Где-то на зиму на все хватало картошка. Овощи, там, помидоры, огурцы, капусту, все это сажали. Ягоды очень много было, но не было хлеба и сахара. Вот чтобы за хлебом мы, дети, с утра занимали очередь, и только 5 часов вечера привозили хлеб, и по одной буханке выдавали хлеб на семью. С раннего детства Рустем Ибрагимов стремился к знаниям. Он часто рисковал своей жизнью, чтобы преодолеть путь в школу. Надо было через реку Кокшага 5 километров в другую деревню, где там средняя школа. И особенно весной было страшно, когда лед, все идет, а на лодке там человек 10-15 нас детей, и вот там вот остается, что может лодка перевернуться. В 1954 году семья переехала в Узбекистан к дяде. Отец Рустембея трудился днем и ночью, разгружая вагоны. Вскоре в Джамбайском районе им удалось получить участок и начать строительство собственного дома. 14-летнему Рустему Ибрагимову пришлось оставить учебу на целый год. Нужно было помогать отцу формировать кирпичи. Семье жилось тяжело. Мы с сестренкой вокруг железной дороги шли, ведра брали. Когда перед светофором поезд останавливался и трогался, вот уголь падал. И вот мы рады были, там 2-3 ведра угля наберем. Я там 2 ведра отнесу подальше, потом сестренка еще с ведром, я ей помогу. И так домой принесем, и такие радостные были, что в доме будет тепло. С 10 класса Рустем Ибрагимов увлекся вольной борьбой и гимнастикой. В 1959 году он поступил в Самаркандское педагогическое училище на факультет физической культуры. После его окончания вернулся в Джамбай, где год проработал учителем в школе. Затем были годы службы в армии в Перми. Здесь Рустембей проявил себя на соревнованиях. В 1965 году он поступил в Ташкентский институт физической культуры. В это время его спортивная карьера стремительно пошла вверх. Я в институт поступил по самбо. Я выиграл первенство Ташкента. Я не знал там столько мастеров спорта. Я потом, после соревнований, они, мастера, говорят, это кто такой, откуда пришел? А там не объявляли, что мастер спорта там. А потом наш преподаватель говорит, вот он после армии, он в армии, говорит, 3 года занимался. Окончив институт, Рустем Ибрагимов устроился на работу в Самаркандский государственный университет имени Алишера Наваи, где проработал более 25 лет на различных должностях, дорос до проректора по хозяйственной работе, готовил мастеров спорта, чемпионов Европы. Я подготовил 14 мастеров спорта
и 124 кандидатов в мастера спорта. Отдав все силы спорту, Рустем Ибрагимов нашел в нем свое призвание. Его упорство и трудолюбие приносили плоды. Он не боялся сложностей и экспериментов. Однажды он набрал группу из 7 человек с низкой массой тела. И уже через 2 года 2 его участников выросли в мастера спорта. Тренер – это отец и мать ребенка. Он должен все замечать. Вот студенты ко мне приходили, построю вот так, человек 30, вот так прохожу. Я говорю, ты сегодня не будешь тренироваться. Почему? Ты или не спал, или ничего не ел. Я говорю, скажи честно. После тренировки говорю, в чем дело? Деньги кончились. Вот так вот найду, вытащу из кармана 50 рублей или 100 рублей, да, пойди пообедай. Тренер должен быть хорошим психологом. Методику Рустембея успешно стали применять его коллеги. Но на этом выдающийся тренер не остановился. За его плечами было более 200 научных публикаций. Он также окончил исторический факультет Самаркандского университета. Вскоре Рустем Ибрагимов получил ученое звание доцент. В 2020 году перед возвращением на родину звание почетного доктора. В этом же институте Рустембей проработал 26 лет, заведующим кафедрой физической культуры. Наряду с успешной карьерой Рустем Ибрагимов построил и счастливую семью. В 1971 году он женился на Найле Маву. Они стали родителями 2 детей. В 2020 году Рустембей вместе с женой вернулся на долгожданную родину.